Все пасмурно и хмуро, дождь моросит, повсюду под ногами слякоть, а я иду с поникшей головой по лужам, и так мне грустно на душе от этой суеты мирской и от проблем, которые зависят надо мной. Все в этом мире можно, но не все полезно, ничто преобладать тобой не должно. Я это вроде все осознаю и понимаю, но как проблемы одолеть свои, пока не знаю, иду и про себя тихонько размышляю. Как тяжело на сердце, неспокойно, когда осознаешь и понимаешь, что ты чужим живешь среди своих, и по своей вине всех отодвинул от себя и отдаляешь. Чего же мне от жизни не хватало? Да слава богу, было помаленьку все. Ну вот душа моя все ныла и стонала, и говорила, это мало для тебя. Бери от жизни все сейчас и не отказывайся ни в чем никогда. Вот так я в сети и попал. Алкоголизм, наркоты и табака. Правда, наркоту я только курил, какая разница? Рестораны, водка, наркота, прожигая жизнь свою лихую. И надеюсь только на себя, я катился вниз на прополую, растерял всех близких и друзей, сам того тогда не понимая. Мне осталось Богу лишь молиться, чтобы жизнь свою начать сначала. Жизнь наша, как большой театр, в котором каждому дана по жизни роль. В нем есть суфлеры, режиссеры и артисты. Как трудно нам все найти порой, чтобы сыграть нам свою роль. Мы узники своей земли. Во всем нам выбор Бог дает. Как жить нам в этом мире? По плоти мирской, тонуть в грехах своих, или с Господом Христом идти вперед, где Он уже давно нас ждет. По благодати Божией, через жертву Господа Христа мы спасены великою ценою от греха. И это нужно помнить и ценить, чтобы смело можно было в праведности жить. Не воздавайте злом за зло. Ищите друг у друга понимания. С великой мудростью и радостью в душе всем немощным и слабым помогайте. Мы любим называть себя людьми, прикрыв твой образ истину неправдой, примерив маски на себя, чтобы правильными выглядеть всегда перед своим народом. Через 200 Но мы никак метров расстаться поверните не направо, хотим. а затем круговое движение. Первый съезд. Но мы никак расстаться не хотим с эгоцентризмом, своеволием плотским. Иные ищут все пути, лишь только чтобы ублажить все вожделения и похоти свои. А мы все спим, прикрыв духовные глаза и уши. Ждем благодати свыше, но щедрости небесной ты не видишь никогда, пока уста полны злословия и наглухо закрытые сердца. Так может быть пора проснуться нам от этой спячки дикой, пока не наступил день правосудия великий, взять и распахнуть ворота сердца своего, куда Господь стучится к нам давно. Господь стучится в двери нам, а мы порой не слышим, увлекаясь суетой мирской. Спешим богатство, славу в этом мире обрести, не зная, как нам от грехов уйти. Возвысь свой голос, брат мой, сестра, как ирихонская труба, что развалила каменные стены, и укажи народу своему на беззаконие его, на грехи. Мы ищем Бога, хотим познать Его пути, и поступаем вроде правильно и верно, и ходим в церковь, ставим свечи, молимся и соблюдаем вроде посты, но после всех постов, молитв, учений находим распри, ссоры, обиды и осуждения. Но с лицемерием, обмана к Богу нет пути. Господь нам Слово Божие дает для разрушения оков неправд, чтобы угнетенных на свободу отпустить, голодных хлебом накормить, ну а раздетого одеть. Только тогда откроется заря и свет, и исцеление придет, и Бог будет сопровождать тебя всегда. Аминь. Ну, вот такие. Аминь. Это вот так вот жизненно. Да, это просто то, что я пережил, поэтому... Ну,